за нами бдите. Так. Тут. Угу. Нет. Куда вы нажали? Саша, помоги. Куда ты нажала? Я не вижу тут вообще, куда я что щелкаю. Ну, Где? Просто по центру нажимаете, по центру кадра. А по центру кадра? Все. Ну, сначала так покажу. Я это не значит, значу. нас включил. Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами будем обсуждать актуальный вопрос о профстандарте дефектолога. Разработка стандарта – это ответ на вызовы, которые есть сегодня не только в России, но и во всем мире. В первую очередь, это понимание стратегии образования. В последние годы ни одна из систем в российском образовании не подвергалась таким глубоким преобразованиям. В системе образования были разработаны новейшие документы, которые формулируют требования к работникам образовательных учреждений. В первую очередь это был разработан закон об образовании Российской Федерации, а также федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования, начального образования, общего образования, специального образования для детей с ОВЗ и так далее. Сейчас на слайдах вы видите различные законы, которые помогают в работе специалистам. Итак, впервые в российском образовании профессиональная деятельность педагога подверглась стандартизации. Итак, что же такое профессиональный стандарт? Профессиональный стандарт, в первую очередь, это документ, который включает перечень профессиональных знаний, умений и опыта работы, а также личностных требований к педагогу, который действует на всей территории Российской Федерации, определяет квалификационный уровень педагога, необходимый для качественного выполнения им своих обязанностей. Профессиональный стандарт в настоящее время разработан для 5 категорий педагогических работников. В первую очередь это профессиональный стандарт педагога-психолога. Также профессиональный стандарт для педагога дополнительного образования для граждан всех возрастов. Следующий профстандарт, который регламентирует профессиональную деятельность педагога, это профстандарт педагога, связанного с педагогической деятельностью в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования под квалификацией воспитатель и учитель. Следующее – это педагог-специалист в образовании в области воспитания, специальный педагог, старший вожатый, педагог-организатор и так далее. И пятый – это педагог, чья профессиональная деятельность связана с профессиональным образованием и дополнительным профессиональным образованием. Утвержденные и зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации профессиональные стандарты педагогических работников обладают, во-первых, четкой структурой, соответствующей основным направлениям педагогической деятельности. Это обучение, воспитание и развитие обучающихся. Являются уровневыми, учитывающими специфику работы педагогов образовательных организаций. Устанавливают четкие требования к квалификации каждого педагога вне зависимости от их сферы деятельности и направления. Определяют требования к личностным качествам педагогов. Служит ориентиром для разработки образовательных программ, подготовки повышения квалификации педагогических кадров и профессиональной переподготовки. Информирует педагогов о предъявляемых требованиях к содержанию педагогической деятельности.
мотивируют педработников к повышению качества образования, обеспечивают эффективную кадровую политику в образовательной организации. Таким образом, профессиональные стандарты педагогов выполняют информационную, мотивационную и кадровую функцию. Будучи многофункциональными, профессионально-педагогические стандарты на государственном уровне обеспечивают формирование в обществе нового взгляда на преподавательскую деятельность, на повышение уровня и качества образования на всех его уровнях. На уровне образовательной организации стандарт обеспечивает осуществление объективной оценки при отборе кадров. Введение ФГО с начального общего образования обучающихся с ОВЗ потребовало разработки профессиональных стандартов для специалистов, работающих и воспитывающих и обучающих детей с особыми образовательными потребностями, обеспечивающих их социальное сопровождение. Специалисты, воспитывающие и обучающие ребенка с особыми образовательными потребностями, должны разговаривать на одном профессиональном языке. Актуальность разработки профессионального стандарта и регламентации деятельности педагога-дефектолога, а соответственно учителя-логопеда, сурдопедагога, олигофренопедагога и тифлопедагога обусловлена следующими факторами. Наличием нормативно-правовых документов, соответствующих международным, федеральным нормам и регламентам, введением новых форм получения образования лицами с ОВЗ, увеличением численности и утяжелением контингента обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью, а также интеллектуальными нарушениями, расширением спектра функциональных задач специалистов, работающих с различной категорией таких детей, открытием новых типов организаций, центров психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи, служб ранней помощи, психолого-медико-педагогических комиссий, консультативных пунктов, центров, отсутствием четких формулировок функционала специалиста, противоречием в нормативных требованиях к специалистам-дефектологам в организациях здравоохранения, социального обеспечения и в образовательных организациях. Разработка профессионального стандарта педагога-дефектолога призвана на государственном уровне сформулировать функциональные обязанности, профессиональные компетентности специалистов, работающих с лицами с различными недостатками в развитии в системе образования, здравоохранения, социальной защите и так далее. В настоящее время профессиональный стандарт дефектолога существует пока что в виде проекта, о чем сейчас мы с вами и будем говорить. Более подробно с этим вас познакомит Ирина Дмитриевна Новикова. Уважаемые коллеги, перейдем к характеристике профессионального стандарта педагог-дефектолог, который сейчас пока существует на форме проекта, и регистрационный номер ему не представлен. Моя задача – ознакомить вас со структурой профессионального стандарта. Начнем с того, что в его разработке принимали участие ведущие специалисты Москвы, Ярославской области, а также Тамбовского государственного университета. Руководителем ведущей организацией является Московский педагогический государственный университет под руководством ректора Семенова. Структура профстандарта очень проста. Выделены следующие разделы: общие сведения, описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт, которые представлены в виде таблиц. И самое главное для нас, что представляет большой интерес, это характеристика обобщенных трудовых функций для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями слуха, с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости, и для учащихся с нарушением зрения. Представлены также сведения более подробно об организациях, которые являются разработчиками стандарта. Рассмотрим основные положения раздела «Общие сведения». Вид
профессиональной деятельности, которые выполняют педагоги-дефектологи, называется педагогическая деятельность в обучении по адаптированным основным общеобразовательным программам воспитания, коррекции, нарушения развития и социальной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Здесь четко указано, что педагоги-дефектологи привлекаются к реализации, еще раз повторяю, адаптированных основных общеобразовательных программ. То есть они не имеют права вести какие-то другие предметы. Основная цель профессиональной педагогической деятельности – это организация деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, необходимыми для жизни человека в обществе, обеспечения достижениями нормативно установленных результатов образования, которые прописаны, которые указаны в Федеральном государственном образовательном стандарте обучающихся с нарушениями здоровья. Также это оказание коррекционной помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья и методическое обеспечение процессов образования, оказание коррекционной помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья. Согласно общероссийскому классификатору занятий, педагог-дефектолог является педагогическим работником в средней общеобразовательной школе, начальной школе, в дошкольных образовательных организациях, а также это преподаватели, работающие с инвалидами или с лицами с ограниченными возможностями здоровья в социальной сфере, в системе дополнительного образования. Также в общем разделе указаны те виды экономической деятельности, которые могут выполнять педагоги и дефектологи по уровням образования, дошкольном, начальном общем, основном общем и среднем общем образовании, профессиональном образовании и обучении, и в дополнительном образовании детей и взрослых. Остановимся более подробно на характеристике обобщенных трудовых функций. В стандарте указаны 4 обобщенных трудовых функции в зависимости от того, какой вид нарушения здоровья проявляется у детей. Посмотрите, пожалуйста, что все обобщенные трудовые функции называются одинаково, и только к концу завершается формулировка указанием на характер нарушения здоровья у детей. Если педагог осуществляет обучение, воспитание и коррекцию нарушений развития у детей с тяжелыми нарушениями слуха, то такая обобщенная трудовая функция кодируется буквой А, и такую функцию выполняет учитель-логопед. Вторая обобщенная трудовая функция, которая реализуется для глухих, слабослышащих и позднеоглохших детей, кодируется буквой Б, и выполняет эту функцию учитель-дефектолог, сурдопедагог. Третья обобщенная трудовая функция относительно детей с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости кодируется буквой С, и эту функцию выполняет учитель-олигофренопедагог. И последняя обобщенная трудовая функция относительно детей с нарушениями зрения. Эта функция кодирована буквой Д, и ее осуществляет учитель-тифлопедагог. Для выполнения этих трудовых функций необходим уровень квалификации 7, что прописано в стандарте. Сейчас мы с вами рассмотрим систему соподчинений функций, которые должен выполнять каждый педагог-дефектолог. Для всех должностей педагога-дефектолога определена одна обобщенная трудовая функция, которая звучит как обучение, воспитание, коррекция, нарушение развития и социальной адаптации учащихся. Итак, для всех 4 категорий педагогов одна обобщенная трудовая функция.
Обобщенные трудовые функции объединяют трудовые функции. И обратите, пожалуйста, внимание, здесь написаны буквы кодов для каждого вида нарушений здоровья у детей. Трудовых функций 3, например, 0,1, 0,3. Квалификация 7-го уровня. Итак, для каждой одна обобщенная трудовая функция объединяет 3 трудовых функции. Каждые трудовые функции объединяют трудовые действия. Вот трудовых действий уже больше, их от 7 до 8. Примеры трудовых функций и трудовых действий мы с вами рассмотрим несколько позже. А трудовые действия выполняются на основе умений, которые также прописаны в профессиональном стандарте для каждого вида должности педагога-дефектолога. Рассмотрим характеристику обобщенных трудовых функций. Итак, обобщенная функция у нас одна для всех должностей. Это обучение, воспитание, коррекция, нарушение развития и социальной адаптации учащихся. Это обобщенная трудовая функция для обучения детей с тяжелыми нарушениями речи, для детей с нарушениями слуха, с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости, и для слабовидящих детей. Итак, она одна для всех категорий обучающихся. Трудовые функции. Трудовые функции, как вы помните, их 3. Это, мы их с вами не называли, сейчас мы их проговорим. Первая трудовая функция – это организация деятельности лиц по освоению образовательных программ, адаптированных для их обучения, воспитания, обеспечивающих коррекцию нарушения, развитие и социальную адаптацию. Вторая трудовая функция – это разработка программно-методического обеспечения образовательных программ. И третья трудовая функция – это осуществление диагностической и консультативной помощи участникам образовательных отношений, обучающимся, родителям. Теперь посмотрим, как согласуются эти функции. Например, обобщенная трудовая функция по обучению, воспитанию, коррекции нарушений развития и социальных адаптаций учащихся с тяжелыми нарушениями речи. Значит, для того, чтобы обучать и воспитывать, педагог выполняет такую трудовую функцию, как организация деятельности лиц по освоению образовательных программ. Далее педагог-дефектолог будет разрабатывать программно-методическое обеспечение и осуществлять диагностику. Рассмотрим еще один пример. Педагог-дефектолог занимается со слабовидящими обучающими. Значит, какие он функции трудовые будет выполнять? Он будет организовывать деятельность по адаптированным образовательным программам для данной категории учащихся. Он будет разрабатывать программно-методическое обеспечение по реализации этих программ и будет проводить диагностику обучающихся и будет, соответственно, определять уровень, например, грамотности родителей. Сейчас мы с вами возьмем какую-то одну из функций трудовых и проанализируем, какие же трудовые действия будут выполняться. Возьмем вот эту функцию трудовую как осуществление диагностики. Итак, трудовая функция осуществления диагностической и консультативной помощи участникам образовательных отношений. Она будет выполняться за счет трудовых действий. Например, это выбор методик для диагностики состояния речи у детей и взрослых с учетом их индивидуальных особенностей. Это осуществление анализа и оценки результатов диагностики. Все данные, все трудовые функции, все трудовые действия, все они прописаны в федеральном стандарте. Например, трудовое действие. Осуществление анализа и оценки результатов диагностики. Данное трудовое действие выполняется за счет умений. Каких? Например, умений анализировать и оценивать результаты диагностики и умения составлять логопедическое заключение по результатам обследования. Вот такая вот соподчиненность
обобщенной трудовой функции, трудовых действий и умений, четко написано по каждой должности в стандарте педагога-дефектолога. Но представлено в виде таблиц, но содержание таблиц примерно точно такое же, как я вам сейчас прокомментировала на слайде. Так, для каждой должности прописано, какие прописаны требования к образованию и другие особые требования. Значит, обращаем ваше внимание требования к образованию, что это обязательно должно быть высшее образование, то есть человек, закончивший высшее профессиональное образовательное учреждение, имеет право быть педагогом-дефектологом. Так, это или специалист, или это будет специалист, так, или же это будет человек, который закончил магистратуру в области дефектологии. Далее. Так, далее, значит, мы должны указать, что работать по данным должностям имеет право человек, который имеет высшее образование, ну, например, в какой-то узкой предметной области, например, в области русского языка, литературы, математики, но тогда он должен обязательно будет пройти профессиональную переподготовку в соответствующей области, или логопедии, сурдопедагогики, олигофренопедагогики, тифлопедагогики. Но других каких-то особых требований нет, кроме того, что нам всем уже хорошо известно, что это не допускаются к преподаванию лица, которые имели судимость, так, имеют какие-то заболевания, которые препятствуют общению с учащимися. Профессиональный стандарт педагога-дефектолога таким образом содержит четкие указания на то, что должен делать данный специалист, как он должен обучать, воспитывать и осуществлять корректировку каких-либо нарушений в развитии обучающихся. От вас, уважаемые коллеги, от руководителей образовательной организации и от самих педагогов-дефектологов потребуется тщательное изучение стандарта, нового стандарта. Спасибо за внимание. Пожалуйста, Наталья Александровна, продолжаем. Итак, проект профессионального стандарта, как мы уже говорили, пока что отложен, поскольку обговариваются различные трудности, какие-то вопросы решаются, что-то вносится в изменения и так далее и тому подобное. Однако представленный проект профессионального стандарта соответствует всем международным нормам, нормативам, регламентам, соотносится с требованиями федерального законодательства, регламентирующего все трудовые отношения, а также и уровень заработной платы, и трудовой стаж, и пенсии, которые входят. Также соответствует структуре профессиональной деятельности специалиста, работающими с лицами с особыми образовательными потребностями. Профессиональный стандарт, как уже и говорила Ирина Дмитриевна, в себе содержит расписанные трудовые функции, трудовые действия, необходимые умения, знания для организации деятельности обучающихся с ОВЗ по освоению образовательных программ, адаптированных для них, для обучения, воспитания, для воспитания и коррекции нарушений развития. По разработке программно-методического обеспечения образовательных программ для лиц с ОВЗ, по осуществлению диагностической консультативной помощи всем участникам образовательных отношений, в том числе в обязательном порядке, для консультативной помощи родителей детей с ОВЗ, а также педагогов, которые работают в связке, в команде вместе со специалистом-дефектологом, логопедом, с психологом, с олигофренопедагогом, с тифлопедагогом и так далее. Проект профессионального стандарта – это в первую очередь мультидисциплинарный и многофункциональный документ, который будет использоваться в сферах не только образования, но и здравоохранения и социальной защиты.
Это инструмент реализации стратегии специального и инклюзивного образования на всей территории Российской Федерации на современном этапе. Также это качественный объективный измеритель квалификации педагога-дефектолога. Это средство отбора педагогических кадров для работы с лицами с особенностями развития в организациях образования, здравоохранения, социальной защиты. А также это основа для формирования трудового договора, который будет фиксировать трудовые отношения между работником и работодателем. Цели применения профессионального стандарта педагога-дефектолога – это в первую очередь обеспечение необходимой подготовки специалиста для получения высоких результатов профессиональной деятельности. Это информирование специалиста о предъявляемых к нему требованиях. Это установление необходимой квалификации специалиста, которая влияет на качество образования, результаты обучения, воспитания, на результаты коррекционно-развивающей деятельности, на успешную социализацию и интеграцию лиц с особенностями в развитии, а также содействие вовлечению специалиста в решение задач повышения качества общего, специального и инклюзивного образования. Любой профессиональный стандарт педагога, в том числе и педагога-дефектолога, предполагает региональное дополнение к профессиональному стандарту, то есть документ, включающий дополнительные требования к трудовым функциям, позволяющие специалисту выполнять свои обязанности в реальном социокультурном контексте. Например, если, человек работает в социальной защите, понятно, что все его трудовые функции будут связаны с социальной защитой населения. Следующее – это внутренний устав образовательной организации, определяющий квалификационные требования к специалисту в соответствии с реализуемыми в конкретной образовательной организации образовательных программ. Если это идет дошкольная образовательная организация, то внутренний устав образовательной организации будет определять квалификационные требования к специалисту в соответствии с дошкольным образованием. Следующее – это ключевые области стандарта трудовые функции, которые соответствуют структуре профессиональной деятельности специалиста, работающими с лицами с особенностями развития. Это обучение, воспитание, коррекционно-развивающая работа, профилактика нарушений развития на основе комплексной диагностики и так далее. Введение профессионального стандарта, безусловно, позволит урегулировать трудовые отношения между работником и работодателем, содержание трудового договора, порядок занятия вакантных должностей, а также урегулирует проведение аттестации, будет регулировать порядок допуска к данному виду профессиональной деятельности, определение условий профессиональной квалификации, также оценку качества выполнения трудовых функций. Позволит регулировать определение содержания подготовки педагога-дефектолога на разных уровнях профессионального образования, а также повышение профессиональной квалификации. Из всего вышесказанного, из проведенного и подводя итоги, мы можем сказать, что данный профессиональный стандарт создаст необходимые условия для профессионального роста педагогов, работающих с лицами с особенностями развития в условиях стандартизации образования. Профессиональный стандарт педагога-дефектолога будет инструментом реализации стратегии развития образования, повышения качества образования, объективного измерения квалификации педагога, отбора педагогических кадров в учреждениях. Новый стандарт позволит упорядочить профессиональные обязанности педагога-дефектолога с учетом вариативности в работе с детьми с особенностями развития, с учетом их интеллектуальных, эмоциональных и других возможностей. Также на государственном уровне будут сформулированы функциональные обязанности и профессиональные характеристики педагогов, работающих с такими детками. Будут установлены различные нормативные требования и условия. Понятно, что все это произойдет не сразу.
И не все педагоги мгновенно станут магами. Однако планка требований уже поднята, и задача всех педагогов как можно быстрее достичь высот, отвечающих нашему времени. От этого зависит и успех, и продвижение нашей страны в целом. Итак, профессиональный стандарт педагога-дефектолога станет еще одним инструментом реализации государственной стратегии развития и повышения качества образования детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спасибо большое за внимание, уважаемые коллеги.